Стартер Pro. Все, да? В городе не так много, да, машин с такой погрузкой? Уже достаточно много. Много, да? Конкуренция большая. Что я в сервис, когда звонил, говорит, находят люди сами. Ну, наверное, скорее всего, от того же самого парня найдете, говорит, который к нам всегда возится. Ну, я к ним постоянно гаваю. Да? Да. Вот видишь. Так, поможем. Постоянно. Все, камера заднего вида, да? А самый, крузак без проблем, да, тащит? До 5 тонн. До 5 тонн можно? Да, грузовики. Недавно, короче, мы везли. Ну, там прям в группировке собрались. Ага. КамАЗ водовоз. КамАЗ водовоз тащили. Он сколько? Он где-то 10 тонн, наверное. Точно. От 7 до 10 тонн был. И там прям 2 часа его, там короткое расстояние было. 2 часа его везли. Перетаскивали? На таком, да. Ничего себе. Он другой был, зелененького цвета. Но перетаскивали 2 часа. Там все дороги перекрывали, там сюда. Все там, все вот так было. А другим эвакуатором нельзя было, да? Ну его только на усы, наверное, взял бы кто-нибудь какой-нибудь трактор и все. А он трактором не было ночью. А так по опыту у тебя, допустим, заказов когда больше? Зимой или летом? Зимой больше, да? Сейчас сезон. Замороженные машины, короче. Замороженные машины, радиаторы у всех сломываются, там. Грев, там глаза. Шаровые вырывают. И так далее. Шаровые еще в таком месте вырывают. Прям где болт. Прям металл лопается, короче. Вот она вся закручена, и от просто холода. она там, да, внутри лопается. Ну, качество вещей такое плохое, что аж так ломается. Мужик, получается, он говорит, я 2 месяца назад поменял. То есть, что там шарово опять? Говорят, ничего. Сломалось так. Ничего себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня у нас, как вы понимаете, разговор пойдет об автомобиле. Ну, соответственно, автомобиль мой, испытываю я все на себе. Соответственно, все радости и невзгоды в том числе. В этом году так получилось, что после того, как была неисправность с генератором, которая была починена, устранена, соответственно, следом за ним приказал долго жить стартер. Сейчас пока непонятно, что
именно случилось, но он очень тяжело прокручивал, а потом просто перестал, только щелкал и все. То есть запустить я машину уже не смог. Поэтому пришлось вызывать эвакуатор. Эвакуатор, причем не простой, а с частичной погрузкой, чтобы он смог заехать в этот гараж и, соответственно, поставить машину на сервисный ремонт. Ну, сейчас давайте познакомимся. Это Игорь, автомеханик. Игорь, приветствую. Здравствуйте. Да. Игорь, скажи, в основном у вас сервис занимается стартерами и генераторами, правильно? Стартеры, генераторы, рулевые рейки. Ага. Вообще, вот на твой взгляд, как думаешь, что могло произойти? Ну, понятно, что это немножко такое, как сказать, догадки, да, но стартер сначала так туго работал, да, достаточно продолжительное время, вот она как бы на морозе и так далее, я думал из-за этого. Но потом в один день я его просто не смог запустить, то есть он еле-еле крутил, а потом все, перестало. Ну, этому способствует и износ щеток, плунжера, там, впрочем, есть. То есть, может быть, несколько вариантов. Да, его вот так вот определить, как бы ну, по признакам. как врач, да, может там, допустим, по каким-то определенным признакам, да, определить. То есть тут сложно это сделать. Надо снять и сделать Ну, как дефектовку. бы, да, приблизительно догадки есть, но конкретно после полного разбора дефектовки, да, будет известно уже. Мгм. Хорошо, ну сейчас уже, Игорь, не будем, да, отвлекать. Игорь сейчас уже практически добрался до самого стартера. Чтобы до него добраться в этом двигателе, это двигатель 5А, нужно, соответственно, снять воздушную, да, трассу. Да, воздушный фильтр, Мгм. впускной коллектор снимать не будем, так доберемся. Мгм. Ну и все, как обычно, там бывает это достаточно труднодоступно, да? Да, но один болт я уже открутил. Или бывает еще сложнее доступ Ну, до конечно, стартеров? бывает еще сложнее, как... Бывает, что допустим, надо снять половину Ну, допустим, агрегатов. 200-й крузак, 100-й крузак, там снимается впуск, ну, часть мотора разбирается, Мгм. и занимает это очень много времени. То есть здесь попроще, да? Да, тут, ну, конечно, попроще, да. Ну, в общем и целом, нужно, наверное, если кто-то не знает, кто не особо знаком с этим автомобилем, больше 7 лет уже у меня в моих руках и, соответственно, эксплуатируется без гаража, как зимний вариант, как летний вариант, в общем, круглогодичная машина. Ну и, соответственно, за эти годы вот первый раз вот так вот на эвакуаторе куда-либо его довожу, да, то есть обычно таких серьезных поломок еще не было, чтобы машина, ну, не могла двигаться. Достаточно надежная, старенькая машинка, ну, как бы неприхотливая. Вот, и, соответственно, сейчас самая у нас интрига, да, то есть надо, ну, мы сейчас скоро узнаем, в чем была причина поломки стартера. Ну и в целом увидим внутренний мир, да, то есть, ну, я думаю, что все стартеры, они примерно плюс-минус одинаковые, и со специалистом мы его разберем, покажем новые запчасти. Ну, Вот, в принципе, и все. в общем, сейчас на дефектовку, да? Да, сейчас на дефектовку другому мастеру, и все, будет видно. Демонтаж произведен. Стартер вот такой вот, небольшой, я бы сказал. Вот, ну и сейчас идем на второй этаж, чтобы узнать, поближе познакомиться с внутренним миром этой детали и понять, в чем же проблема. Испытано на себе. Сейчас мы на втором этаже. Была проведена такая предварительная проверка. Стартер вообще не работает, не дает признаков жизни. Но сейчас, соответственно, начнем его разбирать.
не очень хорошая, да? ситуация? Щетки уже, ну, физический износ, скажем так. Просто уже износ щеток. И сгорела обмотка. Обмотка сгорела еще. Статор. Короче, все, что могло случиться, все случилось, да? Это на замену. Вот Это все на- есть запчасти, Вот да? это на замену, да. Сейчас подберем, на склад сдадим. Ну, якорь нормальный. Что это? Якорь, ротор. Это нормальный, да? Из чего состоит стартер? Ну, втягивающее реле. Вот сейчас снимаем. Это. Оно подает сигнал на... К нему приходит провод замка зажигания управляющий. Ага. Он вот втягивает бендикс. Бендикс выходит и замыкаются контакты. Идет вращение двигателя. Сейчас проверим втягивающее реле. У него две обмотки. Вот они все целые, звонятся, позваниваются. Все нормально, да? Да. Контактная группа тоже нормально. Все остальное все хорошее. То есть, Чистка, смазка и замена вот этих вот щеткодержателя и статора, который сгорел. сейчас будут подбирать. Сейчас да, будут запчасти. подбирать запчасти. Испытано на себе. Друзья, сейчас Виталий подбирает, делает подбор запчастей. Как говорит Виталий, он может даже сделать это на глаз, да? Верно. Как производится подбор? Прошиваем агрегат по номеру агрегата. Здесь чаще всего у каждой обмотки есть номер стартера. Ну, вбиваете в определенные программы, ну и вам показывает список комплектующих агрегата. Нам нужен статор. Да. Статор. Здесь все кроссовые номера, такие, начиная от тойотовского и аналоговые, что можно найти в городе, ну и в любом. Ну и вбиваем, соответственно, нашу программу. Да, уже после обеда. Я позвоню, сколько он стоит вообще? Статор стартера есть в наличии у нас. С магазина позвонят. Последующий нужен еще щеткодержатель стартера. Все, и ставить. Щеткодержатель тоже есть в наличии. Все, понял, хорошо, тогда я человека отправляю в магазин. То есть, все есть. Настолько все просто, да. Сейчас принесу новую запчасть. Ну, это Corolla, да? Все Тойоты, ну, в плане вот NZ, ZZ и так далее, у них все стартера одинаковые. Вообще. То бишь, у них только передняя часть разная, а весь мотор, все остальное одинаковое. Абсолютно. Так, ну что, подобраны запчасти, соответственно, щетки, щеточный узел, это новый, старый. Щетки, как видите, в 2 раза меньше. И, соответственно, статор, да? Старый, сгоревший и новый. То есть в целом вы также полностью чистите любой агрегат, будь то генератор, стартер? Да, конечно. Сначала делаем диагностику, потом согласовываем с клиентом. Потом идем. Перед сборкой это обязательно, чтобы агрегат был чистый, чтобы не сыпалось ни пыли, ни песок, ничего в рабочие детали. Ну и потом уже приятно с ним работать, ставится чистенький. Ну да. Сергей, а так получается, такие агрегаты, как стартер, генератор, в целом, если есть запчасти, можно его восстановить. Конечно. Не обязательно брать контрактный или новый. Да. Ну, контракты, они тоже бывают, Раз на раз, да, раз на раз. Все равно обслуживать надо. Получается, в моем случае, то, что вот такие вот обмотка погорела, это значит долго... Долго крутили усиленно, или за двигатель, может, замерзший был. Очень большая нагрузка была стартера, на стартер, электрическая, поэтому обмотка не выдержала и сгорела. А длительное время, вот из-за чего могло быть так, что стал как-то, я помню, очень туго
крутить стартер? Щетки, износ щеток. Щетки, да? Да. И Это уже- за счет этого потом пошла нагрузка на обмотку, да? Ну, это, скорее всего, у вас уже до этого было подпарено. этого. Да. Ага. Туго крутит еще из-за обмотки. Она может замыкать и работать не в Некорректно. полную силу. Ага. Ну, вот такие вот случаи, как у вас, иногда случаются, у кого машина на улице, Ага. или под Наташей, или с какими-то подогревателями. Мгм. Вот такое часто То есть случается. стартер, он сам по себе не нагревается, как бы все время практически холодный, да? Ну, пока не запустишь двигатель. Ну да. И, соответственно, нагрузку Да. получает. А тут свои нюансы есть. Так, неподготовленному человеку Ну да. будет Да, да. очень сложно. Сложно будет. Да кажется, все просто, на самом деле. Да. Человек знает, поэтому он быстро все делает. А так, какой у вас опыт работы? Сколько вот лет Здесь уже с этими агрегатами? около 7 литров будет. Около 7 лет, да? 7 или 8 уже. 8. А есть такая статистика, какие марки машин чаще всего на ремонт попадают? Нет, такой статистики, наверное, нет. Щетки у всех расходуются Да, одинаково, да? это расходник, это расходный материал, поэтому как бы, Ну, надо сказать, если я даже приобрел автомобиль, не лазил туда, и он у меня уже 7 лет. То есть такое, в принципе, 7 лет, ну, Да. в принципе, это нормально, да. хороший срок. Ну и плюс до меня, не знаю, Ну, делали даже вы, если делали, все равно хороший срок. Ну, получается, чего не любят стартеры Долгого кручения, долгого кручения? да. То есть можно... 3, ну не больше 5 секунд. Ага. 3-5 секунд. Иногда бывает так, что даже на стартере прокатывается, да? Ну да. Ну, двигатели у Проехать. некоторых плохо заводятся. Они крутят эти сильно долго. И стартер перегревается, выходит из строя. Соответственно, что у вас, наверное, и произошло. Вот. Не, ну крайний раз, когда она у меня что-то не заводилась, туго крутила, я думал, аккумулятор не до этого. И Ага. долго крутил. Потом все. Приказал долго жить. А вот проверка сейчас будет, да? Угу. Отлично. Как новый, да? Да. Собран сейчас был стартер, а сейчас он передается механику и устанавливаем его уже непосредственно на сам автомобиль. Испытано на себе. Друзья, как видите, чистенький, практически как новый стартер сейчас будет установлен на автомобиль и машинка оживет. Устанавливать легче, чем снимать, или наоборот? Устанавливать всегда проще, потому что уже все болты, все детали, все чистое, легко крутится. Да, машина простояла на холоде с новогодних, так, с декабря, с конца декабря, где-то примерно в числах 20-х поломалась. Сегодня у нас 18 января, и, соответственно, аккумулятор практически сел в ноль. То есть даже сигналка не реагировала. Вот. Замерзший холодный аккумулятор. Вот сейчас мы его поставим на зарядку, ну хотя бы полчасика позаряжает. А, вообще? Ну, вообще в ноль. Это он ток, который на аккуме, да? Он сейчас заряжает и Да, показывает, сколько на аккумуляторе. Да. Ну да. 6. 8. Все обратно, да? Да, все, сейчас уже запускать будем. Так, а он, наверное, еще не прогрелся или что, прогрелся? Что? Вибасты чуть подогреть, наверное, да? Давай накинем этот сейчас клеммы. Друзья, ну что, Игорь сейчас все установил, все на место поставили. Единственное, то, что, скорее всего, за такое короткое время двигатель
Внутри еще достаточно не прогрелся. До этого, ну, я думаю, минут на 10-15 включим Webasto, чтобы чуть-чуть разогреть движок, потому что он замороженный. Вот. Одновременно заряжается аккумулятор, ну, затем будем уже запускать автомобиль. Испытано на себе. Так, ну, сейчас будет у нас, соответственно, первый запуск после ремонта. Немножко зарядили аккумулятор, подогрели двигатель и начнем. Сейчас замолчит Webasto, чтобы не было никаких проблем у нас. Из-за того, что аккумулятор просаженный, при запуске могут быть скачки напряжения и может негативно сказаться на предпусковом подогревателе. Как часики. Так, ну все тогда. Открываемся. Подкачаем это колесо, да, еще. Ну что, друзья, сейчас все получилось достаточно хорошо. Ну, я на другой и не надеялся. Машину привезли сюда на эвакуаторе, уезжает она своим ходом, это самое главное. Завелась очень бодро, четко, быстро. Ну и, думаю, аккумулятор, если не зарядится в течение сегодняшнего дня, то спокойно его поменяю. Вот. Ну что, это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. Мы желаем вам всем всего самого наилучшего и, главное, удачи на дорогах.